Просто съездите и посмотрите, как выглядит у нас сейчас Институт физики. Да. Я ничего не буду комментировать. Сделайте свои выводы про тех таджиков, которые сделали хорошую карьеру или сейчас известны в других странах. Но не забывайте, пожалуйста, что они второе поколение. Это не они выехали в страну, это выехали их родители. Задача вот этого меньшинства, которое думает разумное меньшинство, на данный момент, мне кажется, не уезжать из страны, а пропагандировать, попытаться снять вот эти барьеры, в первую очередь в головах. Всем привет! Подкаст-студия Академии Трех Медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Мы попытаемся найти ответ на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применима для Таджикистана может быть история успеха более развитых стран. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». В экономике будущего знания и инновации будут играть все более заметную роль как одни из основных точек роста. Но, как нам всем известно, Таджикистан пока что находится на ранних этапах инновационного развития. В 2019 году Таджикистан в рейтинге глобального инновационного индекса занял 100-е место, а в 2020 опустился еще на 9 пунктов среди 131 страны, став в одну шеренгу с африканскими странами. Что делать и кто виноват? В этом мы сегодня попробуем разобраться вместе с нашим другом и коллегом, директором свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым и магистром Института экономики и демографии, исполнительным директором консалтинговой компании КПИЛ Зариной Бабаевой. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте. Зарин, давайте сразу. Мы когда готовили подкаст, вы мне прислали вот эту таблицу, вот этот индекс. Я его прочитал, изучил, я был в шоке. Как это так случилось, как мы там оказались? Обидно, да? Очень обидно, но для наших слушателей и зрителей, думаю, было бы правильно сначала объяснить, что такое глобальный инновационный индекс и какие основные индикаторы там представлены. Глобальный инновационный индекс. Если попроще, то его замеряют каждый год. При этом суть даже не сколько замеров, а именно консолидация данных и интерпретация этих данных в рамках мирового сообщества, что необходимо делать. Причем каждый доклад посвящен той или иной проблеме или, наоборот, каких-то успешных кейсов. Например, по-моему, в 2018 году кейс был посвящен Индии и развитию фармацевтики. Они решили, ученые, разделить на два подпункта. Первый – это набор, скажем, ресурсов инноваций. Да? А что нужно, чтобы эти инновации вообще плодились и размножались? И замерять результаты инноваций. То есть это такая вот просто обычным подсчетом среднего статистического выводится общий показатель национального развития. На примере 2019 года, да, по отчету 2020 года, мы вроде как на 109-м месте, но по ресурсам, да, вот это вот наша база, на котором вроде должны строиться инновации, мы на 99-м месте, а вот результаты у нас 108-е место. А какие пункты там есть, к примеру? Во-первых, это, конечно, сами институты. Это законодательная база, это бизнес-среда, в том числе банки, да, выдача кредитов, например. Это политические свободы, политическая конъюнктура. Второй замеритель в ресурсах – это человеческий капитал. Это самая, наверное, интересная тема, в рамках которой вот я продолжаю работать. Причем, знаете, с чем я столкнулась? Такое маленькое вступление, чтобы вы поняли, как я изучала индексы, почему на некоторые вещи, может быть, не так пристально обращала внимание. Работая в телекоме почти 15 лет, нас так вот мозг натренирован был. Ты анализируешь, видишь проблемы, а потом сразу придумываешь, а что нужно для этого делать. Я помню, у меня был такой целый ступор, когда я изучила индекс, влилась в эти... Тогда был показатель 100. Да, это не 109, было 100 на хотя бы. 100-м месте. На 100-м месте мы были, да. И уже тогда мне стало страшно, особенно вот на этих пунктах человеческий капитал, наука, потому что люди делают инновации в первую очередь. И вот там замеряется образование, скажем, количество мест в школе, оборудованных компьютером. Классный же показатель, верно?
Инновации начинаются именно с интернета, с компьютера, с Пайтона, да. С электричества. С электричества, да, согласна. Не будем говорить о воде, да, доступ к воде вообще. Второй момент — это высшее образование. И работаем ли мы именно в направлении STEM? Это направление, где вклад в точные науки. Мгм. Инновация — это в первую очередь аналитика. Это арт. Понятно. Это дизайн мышления. Ну и, конечно, вот этот научные исследования и разработки, то, что мы называем неокром, а на Западе это называют R&D, Research and Development, инфраструктура, ИКТ. Банально. Какое количество людей имеют доступ к интернету? Мгм. Да, или какое количество интернета доходит до населенных точек, вот охват или покрытие. Экологическая устойчивость в том числе является одним из ресурсов инноваций. То есть в каждый из этих пунктов отвечает за общий индекс. Да. Мне в этом исследовании есть такой момент, там еще помечалось же, да, вот сильная сторона и слабая сторона. И открытие бизнеса в Таджикистане – это сильная сторона, очень легко открыть. Закрытие бизнеса в Таджикистане – очень слабая сторона, невозможно закрыть. То есть это вечная проблема. А почему Таджикистан в 2020 году спустился, получается, да, еще на 9 позиций? Это по результатам. Да. Результаты, если я озвучивала, база 99, а вот результаты стали 108. Это именно как мы применяем знания. Вроде у нас есть огромное количество, достаточное количество университетов, вроде как образование доступно, школы, университеты, но почему аутпутов нет? Да? То есть эти показатели призваны дать нам какую-то оценку, мы все правильно делаем ли, правильно ли мы располагаем все этими ресурсами. Кредиты, то, что нам открыть бизнес легко, мы на 22-м, да? На 22-м месте по тому, чтобы взять кредит. В экономической теории кредит — это основа твоего бизнеса. Ты можешь взять кредит и одолжить деньги у банка и на этих деньгах сделать свой бизнес. 22 место. Взять микрофинансы мы вообще второе место занимаем. Да. Второе место. То есть Второе место в мире. среди вот тех стран, которые замеряют инновационный индекс, да, мы на втором месте. Почему мы вроде как при открытии бизнеса номер 2 по взятию микрофинансового кредита и взять вообще кредит на 10-м месте, а аутпутов никаких нет? Аутпутов — это результаты, Аутпут — это результаты, да. Какое количество трейдмарков, брендов запущено за 2019 год? Местных или которые сюда входят? Да, именно таджикские бренды. Вот эти трейдмарк — это именно Made in Tajikistan. Да, это бренд, который зарегистрирован на территории Таджикистана. Скажем, вот у меня такой вопрос. 3 медведя. Вы зарегистрировали в нашем бюро по... Патентном бюро? Да, вы зарегистрировали его или нет? Если не зарегистрировали, то он не попадает в эту статистику. Мы зарегистрированы, у нас патент на наш логотип, все в порядке. Отлично, отлично. Конечно, мы люди тертые. Но нельзя сказать, что они новаторы. Вот здесь вот вопрос, о котором мы долго с вами обсуждали, что такое инновации, да? Кто такой новатор, кто такой инноватор. Я помню, было высказывание на одном из, по-моему, это панельная дискуссия была экономического форума, то ли в Синергии, на нем еще Путин выступал в 2019 году. И там было выступление одного из таких огромных, тяжеловесных экономистов Запада. И он тогда сказал, что высказал свое мнение, оно было очень болезненно для россиян, но оно отображает вот эту вот разницу. Вы, говорит, россияне, вы знаменитые инноваторы. Огромное количество вещей в мире придумали вы, русские, россияне. Но почему вы эти новаторские вещи не превратили в инновации? Почему вы их не развили в стране, не делаете на этом деньги? Ну, например, 3D-фильмы, 3D-очки. Они вообще в 50-х, 60-х годах у нас были 3D-кинотеатры. Вы знали об этом в Советском Нет. Союзе?
Нет, не знали, Нет. а они были. И на самом деле новаторские вещи, вот эти вот, я их называю, да, не только я их называю, но вот эти изобретатели левши, помните левша, который мог блоху подковал. блоху подковал, да, вот он новатор, он смог придумать этот способ. Новаторов огромное количество, но людей-инноваторов, которые смотрят, а что бы такое применить здесь, в Таджикистане, ну вот, скажем, наверное, недостаточное количество. Ну, хотя, вот вы меня попросили привести несколько примеров того, где вот именно то, что нужно, да, для того, чтобы наш рейтинг все поднимать выше и выше. Это франшизы. Тогда, когда вы сокращаете себе путь, сокращаете время, вы берете готовый бренд, Не придумываете велосипед. Да, не придумываете велосипед и просто начинаете имплементировать и уже начинаете делать деньги. Вот они, knowledge output. Это результаты примененных знаний. Знания откуда-то, вы вложились в них, вы сделали вклад вроде как в неокр, да, но в развитие R&D все-таки имплементировали здесь и начали зарабатывать деньги. По сути, мы можем покупать чужой продукт, интеллектуальный чужой продукт и развивать здесь, а вместо того, что... Вот вы начали свой вопрос Так? со слова «мы можем». На самом деле настоящее поведение инноваторов — это снятие вот здесь вот заслонок о том, что можно, а что нельзя. Инноваторы, по сути, люди, которые не видят границ. Особенно это не эпоха глобализации, это именно внутренние наши какие-то заслонки. Приведу пример один небольшой. На одном из стартапов, стартап-уикенд, по-моему, Илмхона организовывала, я выступала в качестве ментора с Хатлонской области. Предприниматели, которые уже не один год реализуют, по-моему, в холодные города России, по-моему, это Сургут был, хурму. Она, значит, высушивается здесь, в Таджикистане, упаковывается в вакуумные упаковки и вот туда отправляется вот такими большими пакетами. И тут вдруг запрос от партнера в России: пожалуйста, упаковывай их сразу в упаковки для супермаркетов. 200 грамм, 300 грамм, так, чтобы я не парился. И тут наши предприниматели зависли. Вот этой вот базы о том, а что, как это сделать, где купить эти упаковки, какой бренд туда, как, вот этих knowledge, знаний не было. Вроде у нас есть, и здесь вот появляются вот эти вот базы знаний, да, вот эта другая сторона. Готовим ли мы людей к тому, как создавать бренд? Достаточно ли у нас в стране количество институтов, которые готовят к дизайн-мышлению, к тому, как креативить, как создавать бренд? Вообще, абсолютно нет. Да. Я прошел эти институты, там не учат дизайн-мышлению. Простой пример. Недавно супруге подарил скетчбук, как рисовать начинать. И там был такой момент, как сделать полигональное дерево. Я говорю: Господи, Боже мой, написано слово полигоны. Я учился на художника, там не было такого. Нам говорили: рисуйте граненый, корше голова, делайте граненый. Что за граненый? Это полигоны называются. То есть вот эта сетка, да? И все, Господи, если бы мне в то время сказали, в мои вот эти года, полигоны, я бы просто от слова кайфовал, я бы рисовал с большим кайфом, потому что полигоны, круто же, да? А сейчас не учат абсолютно этому, никакому дизайну. Вот смотрите, 108 место, и у нас по трейдмаркам, да, это вот трейдмарк, торговая марка. Да, но чтобы эту торговую марку произвести, нам нужно достаточное количество грамотных маркетологов. Какое количество в год мы выпускаем грамотных маркетологов? Современных маркетологов. Современных людей, которые не просто изучают Котлера, но при этом изучают, а что происходит в мире. И сколько? Какой ответ? Нисколько. Сколько? Если нет дополнительных курсов, нисколько. Это 0. Маркетинг идет только лишь как, если я не ошибаюсь, может быть, сейчас там оспорят меня люди из Академии наук или из других институтов, но вот так вот мое общее наблюдение, что специализация маркетинг
не учит конкретному вот изготовлению бренда, запуску бренда. Это целая наука, целая наука, над которыми работает, это узкопрофильная такая специализация. В нашем же случае, в нашей стране мы готовим общепрофильных маркетологов. Да? Вот мы сидим и спрашиваем у молодежи, чем ты занимаешься? Он говорит, я маркетолог. Да, это же ведь довольно-таки уже устаревший вообще абсолютно подход, даже то же самое, как SMM-щик, да, SMM это уже и копирайтинг, и контент-менеджер, и таргетолог, это вот мы все обобщаем, мы любим обобщать, давать общие профессии, не давая возможности тем людям, вот более, не уча, не подготавливая людей более глубоко вот входить в анализ вот этих вещей. Что еще хотела сказать по поводу, что нам делать, да? Подождите, мы сейчас пойдем, что нам делать, у нас еще ряд вопросов. Вот. Да, у меня один вопрос возник, если ты позволишь. Да. Вы затронули важную часть насчет человеческого потенциала, уровня человеческого капитала. Я думаю, что в последующих подкастах мы более детально затронем, но исходя из того, что эту тему, но смотря, например, на успехи, иногда мы слышим в медиа, что какой-то уроженец Таджикистана, наш гражданин где-то, например, в Силиконовой долине или в России получил какой-то успех, например, на этом поприще в области информационных технологий, IT и маркетинг и так далее. То есть это показывает, что с мозгами у нас все в порядке. Только там они смогли реализоваться. Это так? То есть среда, которая существует здесь, она не благоприятна для творческих... Вы сказали, что у нас какой-то заслон в голове. Выходя за пределы даже географического понятия, заслон убирается? Или там что-то другое? Там больше денег, больше инфраструктуры? Что там, что у нас нет? Ну, понятно, что там лучше. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что интеллектуальный потенциал у нашего народа, у наших жителей очень высокий. То, какое время мы пережили, оно развило в нас еще и такую характеристику, как устойчивость. Да? Гражданская война, мы к каким-то коллизиям очень психологически устойчивые, сильны духом, давайте я скажу такими ненаучными терминологиями, но вы поймете. Да, это условия. Да, это подходы, которые используют в детских садах, подходы, которые используют в школе. Познакомившись со мной, пообщавшись со мной, люди удивляются, спрашивают, а где вы учились? То есть, да, мы задаем вопрос, специалист вроде вот сидит тут исполнительный директор, вот такая вот сякая, но где научилась? Где вот ее вот эти корни? Да, мы же еще любим здесь спрашивать. Я училась в Таджикистане, да, у меня нет западного образования. Я училась в университете тоже таджикском. Я училась и работала, и продолжала работать здесь, но мне повезло с теми учителями, с теми людьми, с которыми я сталкивалась, что они брали тот опыт и внедряли его вот здесь. Дело не в географическом положении. Сейчас интернет раскрыл все эти, границы абсолютно, да, доступ к знаниям у нас наиболее самый высокий за весь период существования человечества, доступ к знанию открыт. И здесь вот появляется сейчас куча людей, мотивы, стимулы, почему человек один учится, другой нет, на что мы тратим интернет, что мы смотрим на Netflix. Здесь условия, кто нам раскрывает вот здесь эти заслонки. Мне повезло с учителем, мне раскрыли эти заслонки. Пришли американцы, инвестировали в Суманком, потом пришли шведы, инвестировали в T-Cell. Они нам подогнали кучу людей, кучу обучающих курсов, да, они развили нас и дали нам вот это вот самый, слово... На тот момент это были самые актуальные знания и tools, инструменты. Да? Причем я удивлялась вот этим шведскому методу. По моим наблюдениям, шведы не так сильно известны нам, как новаторы, да, кроме, скажем, телекома, да, Эдисон или там вот не только Швеция, а вот... Но эти люди научились из того,
что придумывают в мире, брать все самое топовое и внедрять. Вот они этому в TESOL, кстати, учили нас. Мы изучали, у нас был такой процесс, называется в проектном менеджменте бенчмаркинг. Это тогда, когда процесс вы сопоставляете сначала вашу компанию с рынком, а что делают другие, потом сравниваете вашу компанию со Средней Азией, а что они там новые внедрили, а потом сравниваете с миром. И изучая вот этот вот опыт, смотрите, а что необходимо внедрить вот здесь и сейчас, и подойдет это Таджикистану. Поэтому недаром, мне кажется, TESOL был долгое время настоящим инноватором в стране, внедряя те или иные вещи. Это не только для клиентов, скажем, мы одна из первых компаний, которая внедрила SAP, это самая известная финансовая система, или уровни заработных плат распределялись по методике США Мерсер, да, и это все работало и работает. Мне часто, кстати, говорят, эти западные штучки, здесь же Таджикистан, здесь же другая культура, это работает. Кстати, как это работает, когда приходят западные, говорят, вы рынок не знаете, и как работают? Работает, потому что это законы экономики, потому что мы люди, биологическое существо, которое идентично почти независимо от того, где вы проживаете. Кстати, мне в этом помогла очень книга при подготовке. Я пыталась понять и изучить, а что говорят экономисты, вот, кроме макроэкономики. Мне повезло, что я натолкнулась на книгу Дарона Аджемоглу, один из самых цитируемых экономистов 2018 года, наверняка он до сих пор цитируемый. Научпоп «Почему одни страны богатые, другие бедные». Там очень доступно, легко, вроде опровергнуто несколько, скажем, теорий. Вот ты родился просто, вот эта страна там на 38-й параллели, у них там ресурсы шикарные, а вот другая страна бедная, там вот нефти нет, да? Там вот другие параллели. Там другие параллели. Но тем не менее, эта страна богаче, чем да, но первая. Его выводы были, вот если кратко рассказывать, то выводы разделены на две части. Как действовать, если ты далек от новаторов, вот от Сингапура далек, от США далек? Что нужно делать? Эта стратегия называется «гонка за лидером». Тогда, когда вы пытаетесь догнать те страны, мы на 100-м месте, они на 1-м, 10-м, 20-м, что нужно сделать, чтобы догнать? Вот изучать. Изучать в первую очередь, а что они такого сделали, и имплементировать как можно скорее здесь и сейчас в Таджикистане. То есть не вкладываться, скажем, в неокр, а просто покупать, грубо говоря, франшизы. Просто смотреть и внедрять. Это везде, по-моему, так. Даже вот если мы возьмем дизайнеров, да, есть человек, который консервативно сидит, пытается из пальца высосать, что-то придумать, а успешные дизайнеры, они большую часть времени тратят на изучение, на серфинг. То есть он может работать 30 минут, но до этого 3 дня думать. Изучать, смотреть, как это делать. То есть, это везде такой залог успеха. Да. То есть вопрос даже не в изобретении велосипеда либо копировании, вопрос просто в том, чтобы раскрыть свои внутренние потенциалы, не сидеть вот так вот в клетке. А вот говоря вот о потенциалах, вы также, насколько я знаю, провели исследование, возможен ли вот этот индекс в регионах нашей страны. Какие результаты? Да, первая задача, которую мне поставил мой руководитель, замерить этот индекс в разрезе регионов. То есть каков индекс в Сагдийской области, какой индекс в Гбау, каков индекс, скажем, в Душанбе, самом РРП, Хатлонской области. Я думала, все будет просто. Я думала, просто возьму эти замеры, посмотрю, как они там, какой показатель в Согде, а какой в Гбау. Вот, пожалуйста, тебе и будет. Но абсолютное большинство показателей не замеряется в разрезе вот таких вот регионов. Суммарно наше статагентство вроде как выводит итого по стране. Некоторые показатели вообще не замеряются даже на страновом уровне. К примеру, какие показатели могут быть? Я-то сосредоточилась на человеческом капитале и ресурсах. Например, у нас не проводятся замеры о том, насколько мы сильны в чтении, математике и в науке. Есть такая разработанная методика
PISA, ее в Таджикистане не замеряют. Да, то есть просто взять оценки по годовым, то есть у моего ребенка там 4, у вашего там 5, и средняя это 4,5, нет, потому что там эта методика дает одно задание на весь мир, на весь земной шар в одно и то же время, как ЕГЭ, принцип ЕГЭ, одновременно сдача экзаменов, и вот берется замер, у кого потенциал выше. Причем мне вспоминается одна такая история. После удачного запуска Советским Союзом первого спутника американцы задумались, как эта страна за такой короткий промежуток времени, полностью разваленная, да, с огромным количеством погибших людей, да, это же тоже человеческий капитал, да, после войны, как они смогли вот за 10-15 лет запустить. Это же должна быть научная база, да? Это должны быть научные люди, которые вот это все собрали, создали. Как? И они провели такой эксперимент. Они взяли подростка, жителя космического городка США и подростка, жителя космического городка Советского Союза, и замеряли их дни, как он проводит день, на что он тратит время. И увидели, что советского ребенка очень сильно прокачивают по химии, по биологии, по физике. Это наша стандартная система образования, да. Вот. И с тех пор STEM считается, что STEM стал результатом вот этого вот исследования, что научную базу, научный подход необходимо прокачивать. Ваша интуиция как ученого и используя методы наблюдений подсказала какие-то, дал какие-то результаты? То есть что вы можете сказать как исследователь, даже не обладая всей полнотой информации? Мои наблюдения, во-первых, я уже это говорила о том, какое количество мы готовим маркетологов, какое количество готовим мы бизнесменов реальных, которые могут разбираться в бизнесе, да, какое количество мы готовим финансовых аналитиков, которые могут прогнозировать движение рынка, какое количество усилий мы вкладываем в детей на данный момент, к чему мы их готовим. Мне нравится постулат финской школы, который говорит, мы не готовим к экзаменам, мы готовим к жизни. Готовим ли мы на данный момент детей, к чему мы их готовим? Или возьмем профильное, дискредитированное слово ПТУ, да, но их назвали колледжи, но задача у этих ПТУ и колледжей именно готовить к ремеслу. Да. Скажем, в Турции огромное количество именно конкуренции на поступление в колледжи, потому что именно ремесло тебя кормит дальше. В университеты поступают только те люди, которые решили посвятить свою жизнь именно прожить свою жизнь как ученый. Да, они не видят выгоды в содержании детей, семьи, материальных, да. Но готовы ли наши ПТУ? К чему мы готовим людей? Какое ремесло мы даем этим ребятам? Я вам простой пример приведу. Я сам, получается, закончил колледж художественный. У нас поступало 32 человека. Поступило в итоге 16. Закончили 6 с дипломом, 1 со справкой, спился. Вот. И получается, я один работаю как дизайнер. Да. По спецам. 32, 1 к 32. И то, смотрите, когда мы спрашивали Муалим, там, а что такое логотип, как нам объясняли, что такое логотип. Логотип, говорит, смотрите, ребята, что-то такое накалякал, мы говорим, что это? Он говорит, ну ты, говорит, просто там сделай вещь, а потом притягивай за уши, что это что-то означает. Мы тогда же такие сидим, ну разве это так работает? Я вот сейчас, исходя из опыта, говорю, это так не работает. Не делайте так. Каляки не выдавайте из логотипа. Зарин, ну раз уж мы подошли так ближе к локализации, вы можете назвать топ успешных компаний Таджикистана, которые можно назвать новаторами или пионерами в своих отраслях? Ну, скажем, не на данный момент, скажем, может быть, они начали там лет 5 назад и продолжают, либо только начали. Несмотря на все то, что у нас плохая инфраструктура, сат-агентства не работают. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, они что-то выстрелили. Да.
Вообще это постулат тех, которые гонятся за лидерами, несмотря ни на что, мы должны это вот... Но я расскажу, перечислю те компании, с которыми я лично сталкивалась, если вы не против, Да, потому конечно. что и не обидеть никого из тех, кого назову, это абсолютно мое субъективное мнение, да, такая оговорочка. Там, Ну вот его и сделаем, хотим услышать, да. Дисклеймер Дисклеймер. такой. Честно, мне очень сильно нравится, что делают хот-догер и мусс. Это 2 франшизы, которые вот именно по принципу «давай посмотрим, что хорошо, и внедрим». Причем прокачиваем свои знания по знанию кофе. Люди очень много думают над тем, как прокачивать знания своих сотрудников. У нас был подкаст с Азизом, именно основателем хот-догера и мусс, поэтому мы оставим ссылочку на него, можете пройти, послушать, как он бился с этим всем. Да, про сосиски расскажи, Да, и про рецептуру. Есть же там, да? Он рассказал это, да. Олив и его основатели читают тех же самых экономистов и те же самые книги, которые читаю я. Мы еще лично не были знакомы, но я вижу, что он делает правильные вещи. Это как раз именно тот метод, посмотрим, что делают там, и давай быстро внедрять. Вот. Нет людей, давай их обучим, соберем молодежь, дадим им компьютеры, раздадим курсы, учителей, все, что нужно для прокачки знаний. Давай, вкладываемся в людей, да, вкладываемся. Кто еще хорош? Я думаю, взять всю промышленность вокруг молочной продукции, сметаны, сыры и твороги. По всей стране. По всей стране. По всей стране. Не, ну молочка у нас хорошая, тут ничего не скажешь. Везде хорошая. Есть, конечно, компании, которые применяют пальмовое масло, но, слава богу, мы уже развиты настолько, что понимаем, что пальмовое масло — это плохо, да, и уже читаем этот состав. Но с каким, скажем, рвением люди вкладывают в развитие и отрасли, вкладывают именно в апгрейд своего оборудования, тоже спасибо им, да, они тоже двигатели. Кто еще очень сильно адаптирован к новым требованиям? Наверное, это все те, кто, ну, скажем, мы вот делали на GoViral подборку из людей, доставщики, онлайн-доставка. Да, это как BRTJ, как Магнит. Магнит, но мне понравился Кенгуру, когда мы столкнулись с основателем Кенгуру, у него не один этот бизнес, и вот он использует эти возможности, людей, ресурсы, смотрит на, раз появилась такая возможность, давай я часть средств выделил и на разработку бренда, скажем, на приглашение специалистов по маркетингу для описания всей философии бренда. Мне нравится, как развивается Сиома. Это тоже построить завод, несмотря ни на что, добыть, упустим некоторые моменты, но это тот бренд, который развил, и вода очень красивая, вкусная, и люди пытаются делать это все усилиями именно местного стаффа, да, скажем, народная марка, народными людьми для народа. ИКТ. На самом деле мы делали, по-моему, моя знакомая Хабиб Бабдамизода, она делала нечто вроде такого исследования в 2018 году, исследование IT-компаний и чем они занимаются. И так или иначе у нас сформировался уже пул специалистов, которые готовы работать на Кремниевую долину в том числе. В данном случае я бы хотела назвать одну команду, Scrum-команда была в Билайне, ребята, которые прокачивали сами себя, использовали последние, скажем, наработки, как работать с канбаном и скрамом. Это профессиональная была команда Мадины Махмадиевой. И вот это товарищи, которые смотрят на западный опыт и внедряют, и учатся, и прокачиваются. Таких, наверное, много, да, но все-таки, чтобы их было еще больше, какая должна быть среда и условия? Чтобы была критическая масса, которая может повернуть все. Ну, потому что у нас получается сейчас просто разовые выстрелы, то есть такие точечные, да? Точечные. Последняя книга Насима Талеба, он посвятил ее «Шкура на коню», основная там тема, но мне понравилась его подметка такая, не он открыл ее, он просто, да, он же хороший такой консолидатор всех знаний. Меньшинство. Вот скажем, как меньшинство управляет большинством. Скажем, когда у вас в компании есть веган, то автоматически вы подгоняете уже свое меню, поменьше шашлычков с мясом, уже побольше
еды. Или, скажем, в вашей компании, да, это уже значит меньшинство. Если этот веган нужен компании. Ну, друзья. В противном случае скажут. Друзья, я говорю про Привыкайте. друзья, про компанию. Толерантность, все дела. Что? Толерантность, любовь, когда мы друг друга уважаем, Друзья, да, это вот самый классный пример, это друзья. Или семья, где раз мой ребенок не любит лук, то я начинаю уже адаптироваться и резать уже поменьше. Так вот, какое количество, думаете, нужно меньшинства, чтобы уже влияло на массу? 20% от общего числа. Креативное меньшинство. Какое количество? Сумма? Цифра? Не знаю, 5%, 1%. 3%, всего лишь 3%, и уже начинается влияние вот этого меньшинства, в котором сейчас у нас ИТ, в котором у нас сейчас маркетологи, в котором у нас люди, которые верят, что можно вытащить страну со 109-го места, всего лишь 3%. Нет, ну такие-то 3% наверняка есть, а среда, в которой условий нет, по-моему. Люди нашли эту среду. Хорошо, к какой среде? Во-первых, это доступ к интернету. Плохо ли, хорошо ли он у нас есть, он терпимый, можно ко всему приучиться, да. Второй, это, можно слово скажу, пропаганда, потому что в хорошем смысле это пропаганда научных, аналитических предметов, математика, физика, химия. Если бы я первый раз столкнулась при Академии наук, есть институты, да, которые подчиняются не Министерству образования, а именно Академии наук. Эти институты готовят ученых. Просто съездите и посмотрите, как выглядит у нас сейчас институт физики. У нас Да. есть институт Я физики. ничего не буду комментировать, сделайте свои выводы. Какое количество учителей математики есть сейчас у нас в школе? Еле-еле мой ребенок наконец-то приобрел этого учителя математики. Хотя математика, физика, они закладывают в нас, даже в дизайнера, будущего художника, закладывают в нас умение критически осмысливать. Критическое мышление связывается тогда, когда вы начинаете работать с цифрами. Конечно, Вот. правильно. Да. А как вот без точных наук, да? Какое количество курсов сейчас английского и русского, английского языка versus IT? Всего лишь 5 или 6 компаний мы смогли найти тех, которые реально вкладываются в ребенка, создали нормальный кабинет под современные условия, дали им возможность хотя бы иметь, пусть не прокачанные ноутбуки, но чтобы рабочее место было, да, с домашними заданиями. Учитель, который адаптирован уже не к взрослой аудитории, тренер, а именно к молодежи, к этим зумерам, которым важно найти совсем другой подход. Вообще мы понимали, кто такой бумер, кто такой зумер? Конечно. Нет, я имею в виду вот при подаче. Кроме того, мне сегодня, по-моему, Азия Плюс выдала новость о том, что была проведена встреча, секретарь, по-моему, Министерства промышленности собираются создать технологический парк. Вот эти технопарки, инновационные кластеры, их называют ученые, когда формировали инновационные кластеры, тоже могу сбросить статистику. Что такое инновационный кластер? Это то место, где формируется культура дизайн мышления. Это здорово. Видим проблему, находим решение. А что такое дизайн мышления? Я не знаю. Классически нами принято воспринимать дизайн, связан только с рисунком. Но дизайн мышления — это тогда, когда вы прокачиваете, раскачиваете свой мозг, находить нужное решение под проблему. Это даже больше я бы назвал бы креативное мышление. То есть для многих людей креативщики, которые придумывают вайны в Инстаграме. На самом деле креативное мышление — это способ найти решение задачи как можно оптимальным и быстрым путем, возможно, нестандартным. Креативное мышление равно дизайн мышления. Да. Без креативного мышления дизайнового мышления тоже не может быть, в принципе. То есть это как бы все в одном. И здесь и математика, и физика. То есть это опыт, множенный на знания. Сейчас рынок услуг, рынок софта, он гораздо больше приносит денег в мировую экономику, чем, например, производство каких-то товаров. Например, Made in Tajikistan условно, или Made in China, это, говорим про Таджикистан, Made in Tajikistan тоже неплохо, учитывая, что мы производим, экспортируем меньше, чем хотелось бы. Но есть ли у нас условия или какие-то кейсы, которые, возможно, я не знаю, что у нас был случай не Made in Tajikistan или хотя бы Assembled in Tajikistan, а
design in Tajikistan. То есть придумано здесь какой-то концепт, не продукт, а какой-то концепт, идея, которая коммерциализирована или продана или здесь, Чтобы мы или стали в Таджикистане. самой креативной горной страной в мире. Да, то есть... Мозги в горах. Вы поняли, да? Например, Силикон долина. Вот рисунок кроссовок в Америке создан, но собираются эти кроссовки или этот компьютер в Китае, к примеру. Если кейс у нас, таджикский кейс? Один пример. Тогда, когда художник, digital art, художник создает здесь картину. Вот у Фарух Саварзаде у него был кейс, где он нарисовал дизайн к компьютерной игре, но изготовление этой игры уже было где-то в Америке. То есть он выиграл какой-то конкурс, да, сидя здесь. Это один из примеров. Но мы в основном, конечно, аграрная страна. Да, мы еще не вышли на уровень... Аграрно-индустриальная страна. Аграрно-индустриальная страна, да. Мы не вышли на уровень именно центра креатива и дизайна. Да. Для этого нужны условия и кластеры. Вот. И менять мышление. Чтобы оно не было таким консервативным, которое есть оно сейчас. Хорошо, в пику скажу. Да. Еще один был пример, по-моему, он связан с дизайном ковров, а сами ковры изготавливались, если не ошибаюсь, это, по-моему, Лал. Вот дизайн художники сидят здесь, рисуют, а сам ковер изготавливается, по-моему, в Турции, если не ошибаюсь. Я, возможно, ошибусь, но я совершенно точно знаю, что эти ковры не изготавливаются здесь. Не, ну если брать с точки зрения, как говорится, Фаруха и в целом фриланса дизайна, да, у нас очень сильные дизайнеры в стране, в принципе, и те, которые были здесь и уехали, но все равно оставляются, грубо говоря, таджиками. Да. Таких людей очень много. Но хотелось бы, чтобы было больше, чтобы их воспитывали. То есть чтобы люди не тратили время, учась по специализации, они учатся на дизайнера, а их учат, как украшать витрину там, делать макет бумажный. Компьютеру вообще они толком не подходят. Автокад? Это уже архитектурно. Там, то есть мы говорим про дизайн, да, то есть, ну они смежны, в принципе, но в целом. То есть у наших живописцев их вообще не учат, как в 2D писать. То есть вот с помощью компьютера. Это все база. Я с вами согласен, Зарина. Единичные очень случаи, да, абсолютно единичные. И, скажем, это не будет двигателем страны к тому, чтобы прийти к этому. У нас есть страновая стратегия 2030, и одна из 3 — это индустриальный сценарий развития. Скажем, дизайнеров не настолько мы критичная масса даже в 1% нет, чтобы раскачать страну за 12... Нам осталось сколько? 10 лет нам осталось, да, до этого? До 30 года 10 лет. Да, они будут двигателями на раскачку страны. Нет. Какие нужно сделать вот шаги для того, чтобы Таджикистан поднялся, вот, возвращаясь к рейтингу, на более, такой сказать, хотя бы занять ту самую позицию, в которой мы были, либо подняться еще выше? Вот был такой задан вопрос про тех таджиков, которые сделали хорошую карьеру или сейчас известны в других странах. Но не забывайте, пожалуйста, что они 2-е поколение. Это не они выехали в страну, это выехали их родители, да, Манижа, выехали ее родители, Табриз Шахиди, его родители выехали. Недавно было опубликовано, что у Байдена в команде работает тоже девушка-таджичка, но она уже выросла именно там. Да, с тем мышлением. Это люди, которые социализировались там. Да. Это 2-е поколение. И вот мы имеем нашу страну, и 10 лет всего лишь. Да, и мы имеем те ресурсы, которые мы имеем. Что нам нужно сделать за эти 10 коротких лет? Как минимум уже вкладываться в 10-летних детей, чтобы в 20 они уже могли принимать правильные решения, куда поступать, кем быть, какие предметы проходить, как строить свою карьеру. Если смотреть, что человек у нас в Таджикистане принимает решение о своей профессии в 17 лет, значит, это вообще в 12-летних мы должны, да, 18 Но у нас получается 8-летних. 10. Да. Но, получается, если мы сейчас начнем работать, то через
Ну, еще плюс, короче, нам нужно 15 лет, чтобы хоть как создать какую-то почву для того, чтобы они взращивались Но у дальше. нас есть 15-летние подростки, Да. и это технологические парки. И это реально опыт технопарков какой. Ты даешь им, создаешь эти условия, прокачиваешь туда, прокладываешь туда хороший интернет, ставишь компьютеры, ставишь учебные программы, и независимо от том, что происходит в институтах сейчас, очень тяжелая, целая огромная процедура, чтобы внедрить новый подход, новый предмет в институт. Это целый процесс очень длительный. Я бы еще предложил ввести экспатов в преподавателей. Да. Потому что я учился в школе, у нас был немецкий язык, у нас был преподаватель, который не разговаривал по-русски. Он был с Германии по обмену. И мы до этого учились по-таджикски, немецки, а тут приезжает немец, который вообще по-русски не говорит. И у него совсем другая... Вот мы учились на диалогах. Никаких там топиков, эссе, всякой вот этой ерунды. Это было шикарно. Вот я считаю, что вот чтобы ввести сюда новый воздух, новый опыт, нужно людей сюда привозить. Кстати, это был методика сингапурского правительства. Мы Сингапур знаем как, что вот он работал с коррупцией, смертная казнь, огромные штрафы, но оказалось, что не в этом был успех. Вот эти все, скажем, вот эту плетку он применил только к поколению да, скажем, к зрелому поколению, которое уже не считается, что не изменить, не подход изменять в этом поколении очень тяжело. Зачем? А для молодежи он пригласил вместо грантов и кредитов, он пригласил огромное количество экспатов, учителей в образование на все, скажем, структуры для того, чтобы именно цель была перенять опыт, передать опыт. У них не было задачи, как, скажем, в Восточном Тиморе, где приходил внешнее правительство и управляло страной. Нет, задача была обучать и передать опыт. Я считаю, вот этот огромный взлет Сингапура был связан именно с изменением революционным, мне кажется, даже подход был к системе образования. Образование. Да. Это шикарно. На самом деле, это небо и земля, когда ты сидишь в школе, вот здесь тебя учат по вот этой технологии, а тут приезжает мужику почти 60 лет, он на велосипеде приезжает, он за экологию, и ты на него смотришь ребенком вот так вот, кто это? А что, так можно было жить? Я ему один раз сказал то, что мне нравится классическая музыка, он мне принес килограмм 5 кассет, тогда кассеты еще были с классической музыкой. То есть они по-другому относятся к детям. И вот где мы находимся относительно вот это, как нас воспитывали, как сложился культурный код Таджикистана, ведь у нас было на самом деле очень много ученых. Очень много, и у нас реально была очень качественная научная среда. А если взять еще и кино, 90-е годы у нас была золотая, просто считается, прослойка режиссеров, золотая прослойка актеров, именно 90-91 годы. Да, к сожалению, война сложилась так, что они разъехались, выехали, но это до сих пор те люди, которые в своей работе закладывали любовь к нашей стране. Да, это своего рода такой тоже брендинг нашей страны. Вот это все было, как так получилось, но 90-е годы это все-таки заложило в наших родителей или в тех детей, которые родились в 90-91 года, страх за самосохранение, за выживание, а это автоматически накладывает на вас паттерн выстраивания границ и высоких заборов, да, чужаки, возможно, да, это вот к чему-то чужому, к чему-то западному, какой-то вот такой культурный код. Но задача вот этого меньшинства, которое думает разумное меньшинство, на данный момент, мне кажется, не уезжать из страны, а пропагандировать, попытаться снять вот эти барьеры, в первую очередь в головах. Технопарки — это не просто поставить компьютеры и оборудование. Да. Были у нас, кстати, прецеденты, у нас были технопарки, но в программе обучения необходимо закладывать методику, как снимать эти внутренние барьеры, как учиться. У нас в школе, вы говорите, технопарк. У нас в школе был технопарк с этими перфокартами. Какой год это был? Такое ощущение, что ты динозавр. Сколько тебе лет?
Так, мне получается 32 будет. Но у нас были перфокарты в школе. Знаешь, вот у нас немецкий язык, В учитель моей школе были нормальные и компьютеры. перфокарты. Вот как это сочетается, понимаешь? То есть, Мы с тобой ровесники, но в моей школе были нормальные компьютеры, я не знаю почему. то есть я правильно понимаю, что нам нужно не бежать за границу, а просто открыть границы. Как и умственные, так и страны, так и открыться всем и вся. Тогда будет какое-то продвижение вперед. Да, со страхом бороться. Со страхом к развитию. Страхом к развитию. Да. Вот это самое главное, не Со бояться страхом к развиваться. развитию, да. Ясно. И на этой хорошей, позитивной ноте, я думаю, самой правильной ноте, что нужно открывать границы, мы завершаем сегодня подкаст. Спасибо вам большое. Спасибо, большое. Зарина. Спасибо.